Знаменитая дача Лаптева расположилась на западной стороне горы Трапеция. История ее такова. В конце XIX века известный московский богач Лаптев приобрел в Сухуми несколько санитарных участков. В 1898 году на одном из участков он построил двухэтажный дом, в котором жил со своей супругой Третьяковой, дочерью Третьяковых, известных московских собирателей картин, основателей Третьяковской галереи. Затем он заложил большой парк, ныне это парк Курченко. В 1904 году после смерти Лаптева Анна Сергеевна Лаптева была выбрана председательницей Сухумского отделения Красного Креста. Во время русско-японской войны на своей даче она организовала санаторий для раненых офицеров. Санаторий был бесплатным на 10 коек. В 1906 году санаторий закрылся. Лаптева стала председательницей Сухумского общества вспомоществования недостаточным ученикам Сухума и Сухумского округа. После закрытия санатория Лаптева устроила на своей даче пансион под названием «Мон-Репо», который содержал и Саджанова. В 1921 году дачу Лаптева муниципализировали, оставив ей несколько комнат. На бывшей даче Третьяковой долгое время функционировал детский сад. В настоящее время многоквартирный жилой дом. Лана, мало кто знает, что вот на периферии Сухума, на улице Дагестанской, находится очень интересное здание дача Лаптевых. Что ты как архитектор можешь сказать о нем? Подгорное шоссе, улица, на которой был построен этот дом, было примечательно тем, что на нем очень часто строились большие дома с большой приусадебной территорией. Так было и по соседству. Например, особняк Нинуа был построен тоже на большом участке с примыкающей территорией. И чуть дальше него дача Дундер, тоже большой дом, двухэтажный дом, был построен с двором. И это тоже сейчас современный парк. Также было и здесь. Дом Лаптевых был построен в 1898 году архитектором Ивановским на большом участке. У Лаптева вообще на этой горе было множество участков, и вот на одном из них он построил дом. И чуть позже, как известно, по соседству тоже небольшой дом был построен. Ладно, ну такой вопрос. Ты сама указала, что старые устроители нашего города использовали вот эти возвышенности, ну, видать, с какой-то целью, да? С точки зрения функциональности вода Вообще, стекала. да, сложный рельеф, он примечателен тем, что есть большой участок для того, чтобы разбивать сады. Ну и самое главное, наверное, это вид, который открывается на центральную часть города, вид на море. Это все вот Тоже основные причины. Да. Да. Было одно из главных, что люди хотели построить с эстетикой на море, чтобы человек отдыхал и так далее. Хорошо. Итак, вот перед нами вот эта разрушенная лестница, остатки былой красоты. Но наверняка ее восстановят, Лана. Что думает по этому поводу? Эта лестница, она на самом деле как раз-таки примечательна на этой улице. Она типичная для таких построек, для таких домов. Широкая лестница центральная, которая должна была вести к центральному входу, как видим и здесь. Эта лестница сейчас в плохом состоянии, она нуждается в срочном ремонте, в срочной реставрации. Вот видим, что из кирпича была сделана, и сейчас уже ступени в таком очень плохом состоянии. Ну, наш зритель увидел уже фасад, насладился, так сказать, этой красотой. И у меня к тебе вопрос. Итак, что это за стиль? Ну, понятно, это кирпичный стиль, но как выстроен дом?
Дом был построен на возвышенности. Он имел изначально 22 комнаты и обширный подвал. Что можно сказать вообще о стилистике этого здания? Оно подходит в особенности нашему городу благодаря тому, что создавался в эпоху модерна. И кирпичный стиль — это как одно из направлений модерна. Кирпичный стиль у нас очень часто встречается. Но здесь у него есть свои особенности, у этого дома. В частности, это отсылка к неоготическому стилю, который был популярен в конце 19-го, начало 20 веков. Он здесь тоже прослеживается с стрельчатыми арками, вот стремлением ввысь, всеми вот этими деталями. Но когда мы говорим неоготический стиль, мы не имеем в виду какие-то его конструктивные особенности, а мы говорим об атмосфере самого здания, которое он создает для посетителей, для жильцов. Так и здесь мы видим такую крепость, средневековую крепость. Это вот все в духе той эпохи было построено. И некая такая вытянутость в виде вот этих завершений оконных, в виде, конечно, она присутствует, и сама вытянутость центральной части, крыши, Да. тоже как бы стремление к небу, собственно, согласиться тут, конечно, обязательно надо, потому что вот эта вытянутость очень характерна для готики, для готического стиля. Ну и сейчас, наверное, давай какие-то более подробности расскажем нашим телезрителям, потому что это интересно. Вот хотелось бы обратить внимание на фасад. Фасад здесь сложный, он состоит из двух частей. Вот эти две части, два фасада, они соответствуют друг с другом углом 120 градусов, создают такой угол. И вот этот угол скругляется визуально деревянной верандой второго этажа, визуально скругляется. Сама деревянная веранда и вообще все деревянные элементы этого дома — это отсылка к местной традиционной архитектуре нашей. Это тоже очень часто встречается, особенно вот даже на этой улице много таких домов с деревянными элементами балкона, что очень приятно наблюдать. Они сохранены до сих пор. Естественно, тоже эти детали нуждаются в реставрации, но они вот дошли до нас, к счастью. Вот эта веранда, это правда наш местный колорит, такой кавказский, где люди могут выйти, посидеть, поговорить за столиком, за чашечкой кофе, наблюдая за красотой окружающего мира. Это правда. Ты уже частично о композиции сказала. Вот какова композиция? Она симметрична этого дома? Фасад асимметричен, потому что левая сторона более декорирована. Естественно, в модерне очень редко встречается симметрия. Здесь левая сторона, она выражена особенно ризолитом. Ризолит — это выступающая часть стены на всю высоту. Здесь этот ризолит украшен большими окнами первого этажа. Кстати, здесь окна, они все разных конфигураций. Естественно, это признак тоже модерна. Вот на первом этаже мы можем увидеть прямоугольные окна, но с округлым верхом. На втором этаже это у нас в основном стрельчатые окна, именно в ризолите. Стрельчатые окна, у которых сохранился оригинальный переплет деревянный. Такие стрельчатые окна в Сухуми редко можно встретить и в таком хорошем состоянии, что очень приятно. Очень такой оригинальный элемент для архитектуры Сухума. Дальше здесь можно увидеть и прямоугольные окна, и спаренные окна. То есть разнообразие этих оконных проемов, оно как раз задает динамику фасада. Вообще сам кирпич, который используется здесь, он декоративный, естественно, не покрытый штукатуркой, только вот полуцокольный этаж мы видим покрыт штукатуркой, а первый, второй этаж не штукатурен. Декор этого кирпича, он в основном выражается рустовкой первого этажа, полная рустовка первого этажа и частичная рустовка на углах второго этажа.
То есть тоже хороший такой декоративный элемент, который создает игру фасада. Ну, естественно, кирпичный стиль, ему сложно как-то еще выразиться, кроме того, что вот создается такой рисунок геометрический из кирпичей. Но он придает такую рельефность, он такой колорит, на мой взгляд, что штукатурка просто может спрятать эту красоту. Ладно, вот ты сейчас говорила об окнах первого этажа. Я хочу обратить внимание наших телезрителей. Вот эти наличники сверху мне лично очень напоминают византийскую плинфу. А она вообще в наших храмах, и в Дранском храме, и в других, очень частое применение вот такого расположения горизонтального над окнами. Да, но плинфа, она сама по себе более удлиненная, возможно, более тонкая. Но вообще кирпич как строительный материал у нас в Сухуми и в тот период был очень популярный материал, потому что у нас было много кирпичных заводов, и, скорее всего, этот кирпич тоже из наших каких-то заводов кирпичных. Скорее всего. Хорошо. Ну, что ты скажешь вот об элементах декора? Ну, тут понятно, что кирпич просто делает какой-то рисунок. Да, на фасаде просто нет ровного места, можно сказать, потому что вот даже окна, они наверху как раз-таки вот этим вертикальным рисунком кирпича украшены. Это замковые камни называются, почти над каждым окном они присутствуют. А также можно сказать о деревянных элементах, ну вот, которые мы уже упомянули. Они резные, деревянные элементы, особенно на балконе они очень красивые. Они со столбами, тоже покрашены в синий цвет, возможно, тоже оригинальные. И все же я хочу обратить внимание наших телезрителей, Лана, на один элемент, который, ну, по крайней мере, ни в одном доме Сухума я такого не видела. На втором этаже, на ризолите, о котором ты упомянула, вот эти колонны дорические, на мой взгляд, без всяких рисунков, и на них стоящие 3 башни. Что это такие вытянутые 3 башни? Ну, это опять-таки отсылка к готике. В традиционной готической архитектуре использовалось очень много конструктивных форм, фигур, упрощенных, легких, и вот одними из них были такие башенки, и здесь они на фасаде у нас есть. И вообще весь этот ризолит, он очень сильно декорирован. Под окнами мы видим широкую филенку, это углубление в стене, да. Над окнами тоже филенки квадратные, вытянутые. А вот 2 вот этих окна одинаковых, они вот ограничены 3 колоннами, о которых вы как раз-таки сказали. Да, они в таком упрощенном стиле, видите, у нас выглядят, и вот над ними башенки небольшие сооружены. И вся вот эта конструкция, она стремится вверх, к небу, как и в традиционной готике в нашем понимании. Так интересно, чем руководствовался архитектор, построивший этот дом. Вот такое нагромождение разных архитектурных деталей. Ну, видимо, для красоты, Лана. Ну, вообще, вот этот период, в тот период, эклектика в основном господствовала. Эклектика — это смешение разных стилей. То есть люди, которые хотели построить себе дом, при разговоре со своим архитектором, они могли выразить какие-то свои особые пожелания в стилистике. А это могло в разном виде быть. Допустим, использовать какие-то детали из одного исторического периода, либо из другого исторического периода. Также и здесь могло смешаться несколько периодов, эпох. Ну и, наконец, тоже еще одна деталь, очень интересная, на которую, я думаю, все, кто сюда поднимается, сразу обращают внимание. Прямо напротив ризолита и справа, и слева мы видим вот такие впадины, Ниши. очень ниши, напоминающие вот этот элемент конхи.
Обычно он в храмах делается. А это для Да, чего? вот слева и справа между двумя окнами прямоугольными. Это, скорее всего, несет просто декоративную функцию. Ниша полукруглая в плане, но со стрельчатым завершением. Это, возможно, даже больше отсылка к мавританской какой-то архитектуре, потому что часто можно увидеть такой элемент, полукруглый элемент со стрельчатым завершением. Но он такой единственный здесь, который вот отсылает к тому стилю. Ладно, итак, мавританский, готика, модерн, эклектика опять, да, перед Да, нами? эклектика, Но но превалирует все же модерн. да, да. И, кстати, здесь на сегодняшний момент мы уже не можем увидеть деревянные детали, которые были конструктивными элементами крыши. Крыша, она сама выходила за плоскость фасада, и вот эти декоративные элементы, они создавали тоже свой богатый рисунок на фасаде. Вроде бы не так много времени прошло с того момента, как крыша здесь была заменена, и, к сожалению, эти конструктивные элементы, они не были восстановлены, и немножко обеднел фасад, на мой взгляд, из-за этого. И еще, наверное, давайте честно признаемся, люди после войны здесь, конечно, массу пристроек сделали, и дом, конечно же, очень сильно изменился. Ну, вот жизнь, Да, она... особенно вот восточная его часть, она переделана, буквально вот центральная входная группа, она вся застроена, историческая входная группа, от нее не осталось Это, конечно, ничего. очень плохо, Лана. Конечно же, тут ничего нельзя сказать, но все же мы должны понимать, что такие дома, к ним какое-то должно быть особое отношение. Да, потому что вот в 1921 году, когда этот дом национализировали, из него сделали многоквартирный жилой дом. Так, по сути, и до сегодняшнего дня, наличие большого количества хозяев часто приводит к тому, что вот фасад, он в таком состоянии, потому что у каждого свой вкус, свой стиль, и каждый делает по-своему, хотя здесь должен быть один общий подход. Лана, когда ты говорила о рустовке, как раз-таки мы поняли, что это вот те самые горизонтальные полоски, которые зритель видит сразу на этом фасаде, да? Да, вот эта рустовка, она как раз и создает игру фасада, различные объемы. Здесь рустован весь первый этаж, а второй этаж только углы его рустованы. Эта рустовка даже проходит по вот этой широкой пилястре, которая разделяет стену и создает дополнительный объем. Вообще здесь эта рустовка, она использована просто в декоративных целях для того, чтобы обогатить фасад, ну и для утолщения стены. Тоже. То есть Да. и функционал, и декорация. И последнее, наверное, все-таки обратить внимание наших зрителей вот на эти углубления в виде креста. Это тоже декоративность, да? Это все декоративные элементы, это не совсем крест в традиционном понимании. У него 3 углубления слева, справа и сверху. Тоже как элемент архитектуры давних эпох. То есть в стиле эклектика они как раз-таки обращались к вот этим историческим стилям. И такие элементы, они могли использоваться и за 15 лет до модерна, и даже раньше. То есть здесь нет четко выраженного стиля модерн, а вот есть разные заимствования. Спасибо большое. Я думаю, для многих телезрителей это будет большая новость, что вот есть такой дом, и мало кто, я все же думаю, мало кто его так хорошо, близко рассмотрел. Да, особенно сейчас, когда вот этот парк, современный Курченко, который был раньше парком Лаптевых, он в деревьях и с улицы, если не приглядеться, не видно этого здания, поэтому каждый житель, он может собственными глазами увидеть, если посетит это место. Спасибо тебе большое
за вот эту предоставленную нам информацию. Я думаю, что многие захотят подняться и посмотреть на этот дом Да. воочию. Спасибо. Спасибо. Ну вот мы с вами как раз сидим перед вашим домом, и я хотела бы, чтобы вы рассказали нашим телезрителям, каково это жить в доме, который является памятником архитектуры в нашей республике. Ну, как вам сказать, исторический дом – это всегда приятно в таких местах жить. У нас очень много мест, и один из этих домов, конечно, здесь у нас расположение. Выходишь утром, например, просто глаз радует, когда видишь такую красоту. Да, это правда. Скажите, ну а вот он очень сильно перестроен. Это было уже, наверное, после войны, да? Да, и после войны, и до войны тоже перестраивались, потому что очень большое количество людей жило во дворе. То есть не только в доме жили, то есть вот в этих пристройках тоже очень много семей жило. Раньше, сами знаете, загруженность Сухумского района, когда было трудно прописаться. Вот. Ну, сейчас как бы стало поменьше людей, конечно, жильцов. Ну, то, что осталось, осталось. Стараемся своими силами приукрасить где-то, знаете, чтобы архитектурный фасад не менялся особо. Да, Да. это очень важно. Ну, мы видим, как вы тут садик, за ним ухаживаете, за растениями, вы цените эту эстетику и красоту. Ну, это уже наши женщины во дворе стараются, так сказать, не отставать. Скажите, пожалуйста, ну и вот сейчас, современное время, сколько человек живет в этом доме? 5 наверху и внизу 3. Вот 8 получается. Тогда, Вот на ваш взгляд, а как они относятся к памятнику? Я имею в виду, существуют ли такие моменты, когда люди перестраивают по своему хотению? Ну, пристройки понятно, а внутри дома? Внутри дома, ну, есть некоторые перестройки, потому что, знаете как, вот основной дом, да, он конкретно сделан, конечно, стены там очень толстые. Раньше строили очень добротно. То есть я даже на крышу залезал, там такие скобы, да, вот если вы понимаете, не знаю, вот балки вот эти, да, они видно на века. Они еще лет 100-150 постоят. То есть не гниют ничего. А вот между уже это дранка старая, то есть это раньше чуть-чуть по-другому строили. Да. Вот поэтому где-то что-то укрепляем, например, есть моменты, где надо укрепить. Например, у меня пол уже такой расшатанный был, пришлось залить. То есть вот меняется, если только в этом, вот так, если посмотреть, только в этом вот проблема и все. Ну, понятно, что какие-то материалы устаревают, их надо укреплять. Конечно, конечно. Насколько важно, как вы думаете, вот сохранять этот объект? Обязательно, это же история. Это история Сухума. То есть наши дети вот растут уже во дворе здесь, они видят это, то есть это они впитывают. То есть если они дальше продолжат, они будут ценить то есть свое старое, не только новое. Новое тоже надо, но старое тоже нельзя забывать. Это как бы по истории так всегда было, есть и, наверное, будет. Примерно так. Спасибо большое вам. Мы, все жители Сухума, очень бы хотели, чтобы вы трепетно относились к этим постройкам, потому что они все по пальцам их можно посчитать, но наш Сухум прославился вот именно такими историческими зданиями. Спасибо. Срочная помощь нужна этому дому. Это не простой дом, это архитектурно-историческое здание.
Вот даже вот где мы стоим, вот посмотрите на наш балкон. Через пару лет, через год, через два она может развалиться. Желательно, чтобы вы обратили особое внимание. Такое здание не на каждом шагу встретишь. Больше 100 лет этому зданию. А вот что здесь больше нуждается в уходе? Что именно? Крыша не течет? Нет, крыша текла, крышу нам сделала администрация, слава богу. Крыша сейчас не течет. Единственное, вот посмотрите, вот этот балкон, посмотрите, с той стороны тоже окна отваливаются, тоже с этого здания, со дня основания этого здания они были построены. Они в критическом состоянии, в критическом. Не то, что краска изъяла свое, как говорится, а она просто портится. Надо его возобновить, надо как-то восстановить чуть-чуть. Здесь много работы не понадобится. Я думаю, что наша городская администрация посмотрит. У нас главный архитектор есть. Я надеюсь, что придут, посмотрят и сделают. Тем более крышу не нужно делать. Уже сделали нам. Спасибо.